Переходим к другим темам. 3 дня в Ленском районе работала правительственная группа во главе с председателем Ольгой Балабкиной. Сразу же по прилету делегация разделилась и отправилась по поселениям, где работала в течение 2 дней. После состоялось рабочее совещание и встречи, прием граждан по личным вопросам, и завершилась поездка отчетом правительства перед населением города. Подробности в материале наших ленских коллег. Наша съемочная группа побывала на отчетах с правительством в Бичинчинском наследии. Вопросов жители задавали не так много, но каждый из них касался развития их сел. Вот я сегодня задала вопрос, почему у нас это мало этих благоустроенных домов, да? Это потому что септики обслуживать тоже как-то очень трудно, да? Из Ленска вот машину заказать, нету полигона. Нам говорят, септик сделайте, и там дырку, и там туда пойдет. А потом, если проверка придет, и куда? Штраф заплатить тоже не хочется. Не обошлось и без слов благодарности. Бичинчинцы сказали спасибо правительству за внимание к их поселению. За последние 2 года в селе произошло много новшеств. Проведен интернет, появился кинотеатр, стабильно развивается сельское хозяйство. В это направление вкладываются большие средства. Обратились к правительству с проблемными вопросами и жители поселка Северная Нюя. Сельчан больше всего волновал вопрос оттока населения из наслега. Причина тому – отсутствие доступного образования. В селе нет ни школы, ни детского сада. Еще один важный вопрос – это строительство фельдшерско-акушерского пункта и привлечение в село медицинского специалиста. Также стоит вопрос по КСК, либо по зданию клуба по строительству, в связи с тем, что здание клуба у нас тоже аварийное. И эти проблемы, они задаются, вопросы из года в год. К сожалению, решаются очень долго и сложно, поэтому они и ставятся, эти вопросы. Также жители задавали вопросы о некачественной связи МТС, которые просили, чтобы было улучшение. После общения с населением 14 февраля Ольга Балабкина встретилась с семьями мобилизованных. Также заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия провела незапланированную встречу в Ленской центральной районной больнице. Такое решение было принято после общения с населением. Основные вопросы жителей касались именно проблем с отраслью здравоохранения, отсутствия многих узких специалистов и терапевтов. Это проблема, которая не решится в секунду. Да, поэтому, тем не менее, помощь это необходима, поэтому сегодня мной принято решение и соответствующий приказ пройдет Минздрава Республики, по которому мультимедийная бригада узких специалистов отработает в Ленском районе, затем в последующем она сможет вести консультации через телемедицинскую консультацию. Это, безусловно, бесплатное оказание медицинской помощи в рамках медицинского страхования. И затем в последующем мы определимся с Минздравом и с больницей, как будем привлекать кадры. Рабочий визит правительственной группы продолжится и сегодня. С утра в районной администрации прошел прием граждан по личным вопросам, а после него состоялся отчет перед населением города, в котором приняли участие все члены делегации. После его завершения ленчане задали волнующие вопросы. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск.